Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Жителю удачного Мирнинского района республики заменили исправительные работы на более строгий вид наказания. Как сообщает прокуратура региона, гражданин систематически не являлся на регистрацию и фактически не отработал назначенное судом наказание. Начальник Мирнинского УФСИН обратился в суд с представлением о замене осужденному неотбытых исправительных работ на более строгий вид наказания. В результате они были заменены на лишение свободы. Злостный нарушитель взят под стражу в зале суда. Рога и копыта. В столице республики у предпринимателя украли 500 килограмм боя оленьих рогов. По его словам, это произошло ночью. Неизвестные просверлили отверстия в контейнере, где потерпевший хранил свои рога. Товар он приобрел в оленеводческих хозяйствах для дальнейшего сбыта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к краже двух мужчин 33 и 36 лет. Они продали рога, а вырученные деньги потратили на личные нужды. Возбуждено уголовное дело о краже. Ворам грозит до 6 лет лишения свободы. В Якутске стартовал конкурс социальной рекламы по безопасности дорожного движения «Моя семья соблюдает ПДД». Целью конкурса заявлена профилактика детского дорожно-транспортного травматизма через привлечение обучающихся к участию в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах. В конкурсе принимают участие школьники с 4 по 11 классы по направлению «Индивидуальная работа» или авторский коллектив до 5 человек. От каждого образовательного учреждения может быть представлено не более 3 работ. Конкурс проводится до 8 апреля. Заявки на участие можно отправить на электронную почту dps@mail.ru с обязательной пометкой в теме письма «Конкурс социальной рекламы по ПДД». Законопроект о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции для людей младше 21 года опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагаемые законопроектом изменения позволят внедрить запрет продажи алкогольной продукции с содержанием метилового спирта более 16,5% объема лицам, не достигшим в возрасте 21 года, говорится в проекте, опубликованном Минздравом Российской Федерации. Как ожидается, в случае принятия законопроект вступит в силу в январе следующего года. В настоящее время разрешено продавать алкоголь лицам старше 18 лет, то есть совершеннолетним. В ноябре прошлого года опрос ЦИОМ показал, что 78% россиян одобряют идею повышения возраста для продажи алкоголя в России с 18 до 21 года. К новостям культуры. Новое происшествие случилось в Третьяковской галерее в Москве. Мужчина, на котором были только стринги и золотистая краска, прошелся по залам, не причинив посетителям и экспонатам вреда, рассказывает Сергей Берец. Пресс-релиз на сайте Третьяковской галереи так описал случившееся в среду. В зале Врубеля в Лаврушинском переулке был проведен несанкционированный перформанс, в рамках которого был осуществлен проход по залам полуобнаженного мужчины. Вреда посетителям и ущерба экспонатам, покрытый золотистой краской молодой человек в стрингах, не причинил. Акцию в зале, где экспонируются живописные и графические работы Михаила Врубеля, устроила группа художников-любителей. Голым ходил один из них по имени Артем. Эскапада обсуждалась в четверг на заседании в Москве с участием представителей правительства и музейного сообщества России. Международным происшествием более 70 человек стали жертвами крушения парома на реке Тигр рядом с Мосулом, рассказывает Татьяна Гамозова. На реке Тигр в иракском городе Мосул затонул пассажирский паром. Судно перевернулось днем в четверг. По предварительным данным, оно было перегружено, поскольку приняло на борт пассажиров вдвое больше допустимого. Очевидец записал момент крушения на мобильный телефон. По неокончательным данным, на 8 часов вечера по московскому времени погибли по меньшей мере 72 человека. Как заявили власти, большинство жертв – это женщины и дети, которые не умели плавать. 55 человек удалось найти живыми, спасатели продолжают работу. Я был поблизости, когда все случилось. Министр водных ресурсов до этого предупреждал, что уровень воды в Тигре поднимется. К сожалению, они используют примитивные паромы и нагружают их сверх положенного.
Представитель Министерства гражданской обороны сообщил, что на судне, судя по всему, не было спасательных жилетов. Инцидент произошел в северной части Мосула, куда местные жители обычно выбираются отдохнуть семьями. Паром направлялся на остров в нескольких километрах вверх по реке на празднование Навруза, курдского Нового года. На этом пока все. Берегите себя.